Сурхахинская врачебная амбулатория уже несколько десятков лет заботится о здоровье своих сельчан. Обслуживают здесь без ограничений от самых маленьких до пожилых посетителей. Народ уже оценил и сделанный недавно косметический ремонт. Правда, это не решает главные трудности персонала. Оборудованные кабинеты тесные, в каждом по 3 врача, что не соответствует требованиям здравоохранения, на что и сетуют медики. Помещение, что гостит, так холли, медсестра, цен кабинете, да, так цен кабинете хаврага, это было хабяка, он хо шейхан царкажи ваш, это гуаби безышху, потому что шилор цен кабинете я шхоч, харвар он хо шиши лазер должен ви, да чего чинг это вар дух гуаби шху. В конце года проблему должны решить полностью. В Сурхахи строится новая амбулатория в рамках реализации национального проекта здравоохранения, принятого по инициативе президента по федеральному проекту «Модернизация первичного звена». Теперь полезная площадь для медперсонала увеличится в 2 раза и составит 826 квадратных метров. Здание уже возвели, установили стеклопакеты и уложили кровлю. Осталось благоустройство двора и внутренняя отделка. Плиточная работа идет, штукатурка, шпаклевка закончена. Идет, в данный момент идет процесс, электричество уже закончено у нас, слаботочка закончена. Почти внутренняя работа почти закончена. У амбулатории будет автономная котельная, собственная генераторная подстанция и коллектор. Возведением нового медучреждения занимается подрядная организация «Строймонолит». По словам подрядчика, они строго соблюдают требования проектно-сметной документации, предусматривая качество, безопасность, долговечность здания. Каркас у нас монолитный, перекрытие монолитное, каркас монолитный, фундамент ленточный у нас, сейсмоустойчивый, все как положено. Все согласно проекту, проектной документации. Внутри здания у нас предусмотрена вентиляция, для пожарной безопасности дымоудаление есть, пожарная разводка есть, все датчики, все есть. В медучреждении на 100 посещений в смену предусмотрены кабинеты профильных специалистов, дневной стационар, расширенная диагностическая лаборатория, отделение для взрослых и детей. Последнего практически не было в старом здании амбулатории. Контрактная стоимость объекта порядка 75 миллионов рублей. И это не первый медобъект, построенный по нацпроекту на территории республики. В рамках указанного проекта мы уже многое сделали. Это у нас прошел ремонт поликлиники, детской поликлиники города Назрань. Строится и готовится к вводу в эксплуатацию Кантышевская участковая больница. Запланировано строительство и ввод в эксплуатацию нескольких амбулаторий. Построены ФАПы, начиная с Джайрахского района. Благодаря нацпроекту здравоохранения медучреждение Ингушетии отвечает современным стандартам, предоставляя качественную медицинскую помощь населению. Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» будет реализовываться в республике до конца 2025 года. Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Новости 24.